Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы начинаем свой очередной урок. Сегодняшняя тема у нас называется «У врача». Здравствуйте, я чуть болела. Ой, поэтому я опоздала. Извините. Ну, вам стало лучше? Ну, ничего. Вы сходили к врачу? Да, я стоматологу ходила. Да, ну очень хорошо, а не болеете. Извините. Проходите, пожалуйста. Угу. Так, ну, наверное, очень кстати, сегодня наша Соня пришла, потому что наша тема как раз-таки связана с ее зубной болью. Сегодня мы с вами познакомимся, как называют врачей, кому мы должны пойти в том или ином случае. Так, вот у Сони сегодня заболел зуб. К какому врачу она ходила? Скажите мне, пожалуйста. Сегодня вы ходили к стоматологу. Так, вот стоматолог, значит, это врач, который лечит зубы. Вы это знаете, да? Я очень хочу, чтобы ваши зубы никогда не болели. Так, следующий врач, к которому мы пойдем, клак. Это что будет на русском языке? Клак. Ухо, правильно. Так, мурун дегенimiz. Нос, правильно, молодцы. Тамак дегенimiz. Это горло, да? Если у нас заболят уши, нос или горло, то мы все пойдем куда? К лор-врачу, правильно. Вот смотрите, сегодня мы с вами знакомимся с хирургом. Кого мы называем хирургом? Оташы дегенimiz хирург. Так, в каком случае мы пойдем к хирургу? Когда операция делает. Правильно, когда делают операцию. Вот приведите мне, пожалуйста, пример, связанный со словом хирург. Так, кто из вас? На нога болеет. Сломалась. Если нога сломалась, правильно. Еще в каком случае мы обращаемся к хирургу? Бабушка болит на печень. Печень Ей сделает на хирург. Хирург операцию. Ей хирург сделает операцию. Так, правильно, хорошо. Я очень не хочу, чтобы кто-нибудь из вас попал к хирургу. Но вы должны знать, в случае чего, к кому обращаться. Так, поехали дальше. Следующий врач – это кардиолог. Кардиолог – это жүрек ауруларын емдейтін дәрігер. Да? Егер де жүректеріңіз, если у вас будет болеть сердце, то вы пойдете к кардиологу. Я очень хочу, чтобы у вас сердце болело только от любви. Так, ну-ка, приведите примеры похода к хирургу. Предложения свои составьте, приведите примеры. Кардиолог, когда сердце, кровь не идет, и надо операция делать. Тогда мы идем к кардиологу. Кардиологу, правильно. Следующий врач, к которому мы сегодня пойдем, это ревматолог. Что делает ревматолог? Что делает ревматолог? Что лечит ревматолог? Ну, погромче, Дермен. Буындарды емдейтін дәрігер. Так, правильно. Теперь скажите это на русском языке. Суставы. Так, ну, составьте предложение. У кого болели суставы? Ну-ка. У кого болели суставы? У бабушки болят суставы. Суставы. У бабушки болят суставы. И она пойдет к ревматологу, правильно. У бабушки болят суставы, и она пойдет к ревматологу.
Следующий врач. Сыныкшы. Это кто? Травматолог. Да? Травматолог. В каких случаях мы обращаемся к травматологу? В каких случаях мы обращаемся к травматологу? Если болит нога, ты шел, подскользнулся, да? Подвернул ногу, и она у тебя заболела. Ты пойдешь к травматологу. Так, Соня поехала кататься на коньках. Что вы сделали? Да, я очень быстро Каталась. каталась, поэтому я упала. Ага. И потом к травматологу Пошла. пошла. Так, Я каталась каталась на лыжах на лыжах и и ударила ударила ногу. Ага. ну, И обратилась к кому? э, К кому ты обратилась? травматолог. Травматолог. Хорошо. Последний, наверное, врач, к которому мы сегодня пойдем, это дерматолог. Так, дерматолог – это врач, который что делает? Тер ауруның дәрігері. Скажите мне на русском, тер дегеніміз не? Это кожа, правильно, это кожа. Значит, ну-ка давайте попробуем составить предложение. В каких случаях мы пойдем к дерматологу, если что у нас на коже будет? Салтанат, Ахат. У меня кожа болит. Ага. Кызарды, покраснела. Покраснела. Ага. Я пойду к дерматологу. К дерматологу. Ага, хорошо. Так, Дерматолог. к дерматологу вы пойдете. У меня болит Угу. альтердерсидин. Так, правильно. Ага, кожа на ноге, да? Ага, кожа на ноге. И я пойду. Я пойду. Кому? Кому? Дерматолог. К дерматологу я пойду. Так, хорошо. Так, вот сегодня мы с вами узнали, к какому врачу нужно идти, если с вами что-либо случилось. Я очень хочу, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы никогда не падали, чтобы никогда не обращались ни к стоматологу, ни к дерматологу, ни к другим врачам, чтобы вы всегда были здоровы. Я вам этого желаю. Так, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня на уроке мы с вами пойдем в продуктовый магазин. С продуктами вы связаны каждый день. Каждый день, когда вы идете домой, покупаете хлеб, молоко. Ну, все из вас любят, наверное, покушать, да? Ага. Сегодня мы с вами вспомним, как называются наши продукты. Так, значит, продукты – это что у нас? Азық-түлік – это продукты, да? Сегодня мы отправляемся в продуктовый магазин. Едель – это что? Хлеб. Это хлеб, правильно, хорошо. Айнара – это что? Масло. Это масло, правильно. Так, это что, Салтанат? У нас Это масло подсолнечное. подсолнечное масло, правильно. Что им делают? Кушаем. Кушать, Кушать, готовят. готовят. Готовят, кушать, правильно. Ага, хорошо. Следующий слайд. Так, вот здесь я не написала, какие здесь изображены продукты, но я надеюсь, вы их знаете. Так, Ахат, что это? Это сахара. Это сахар, правильно. Хорошо. Так, едель это что? Это шоколад. Это шоколад, правильно. Так, а это что? Это сметана. Это сметана. Ты любишь сметану? Да, я люблю сметана. Хорошо, молодец. Это суп. Угу. Для чего она нужна?
Когда мы ее применяем? Куда мы ее применяем? Куш. И Когда готовим? готовим куш. Когда готовим кушать. Правильно. Так, без соли у нас еда будет какой? Не, невкусной. Да? Невкусной будет у нас еда. Так. Ага, и Соня, скажите, пожалуйста, это что? Это торт. Это торт, правильно. Ага. В каких случаях мы ставим торт на стол? Когда день рождения, мы купим торт. Мгм. Это какой торт? Наверное, бисквит. Бисквитный торт. Хорошо. Так, следующий слайд, пожалуйста. Так, вот здесь у нас даны продукты. Сейчас я вас буду вызывать к доске. С этими продуктами мы с вами знакомились. Ага, тема у нас сегодня гости. Что вы выберете и что вы приготовите. Хорошо? Так, понятно то, что задача, которая перед вами стоит? Да. Понятно? Так, хорошо. Так, кто первый пойдет за покупками? Так, давайте, Соня, наверное, с вас начнем. Сегодня у нас муж и друзья пришли, поэтому я, наверное, борщ делаю. Поэтому куплю мясо и огурцы, лук, картошка и паста я куплю. Мгм. Так, и встретите своего мужа. Да. Друзей своего мужа, да? друзей много приятелей. Ага. Хорошо, Соня. Ага, спасибо. Так, дальше. Дармен, ну-ка пойдем. Я пойду в магазин, куплю хлеб, хлеб и печенье, и пирог, Мгм. и молоко, и колбаса. Мгм. Хорошо. Почему ты такие покупки делаешь? Потому что я друзья гости у меня дом. Мгм. Все, хорошо. Дармен у нас студент, поэтому вы, наверное, обратили внимание, какие он продукты покупает, да? Ага. Студенческие продукты покупает, еще майонеза нету, да? Так, хорошо. Дальше. Так, Айнара, давай пойдем. Ты что купишь? Ты у нас маленькая хозяйка. Мгм. Так, иди в магазин и покупай то, что хочешь. Я купил хлеб, молоко, картофель и чай. Мгм. Так, ты купила то, что тебе нравится, да? Так, хорошо, Айнара. Так, дальше послушаем Салтанат. Что она хочет купить? Я студент, я живу в общежитии. Сегодня я пришла в магазин, купила хлеб, молоко и сахар и печенье. Мгм. Хорошо. Так, Салтанат тоже у нас студентка, она, наверное, получила стипендию, поэтому купила такой небольшой набор продуктов. Ахат, давайте вы пойдемте в магазин. Пойдемте, здесь много чего. Так, то, что вы не поели, то, что вы любите. Ну-ка посмотрим, что любит Ахат. Давайте на русском языке, на русском. Ага, хлеба, молоко, ага, морковь, ага. картошка. Мгм. Айнараға капитал қойып. На русском скажите. Ну-ка, Айнараға конфет алып қоям дегенде. Ну-ка, скажите на русском языке. Және не қажет десең. Ага. Колбаса, сертік шығарады десең.
Ага. Печенье. Печенье купит, ага. Лимон десэ. Ага, все. Хорошо. Что будете делать с лимоном? Что будет? Чеддер olsun. С лимоном что будете делать? Лимон мен не жасайсыз? Лимон мен я хочу ташкент чай. Так, ага, правильно. Вы будете пить ташкентский чай, да? Хорошо, молодцы. Все вы сегодня сходили в магазин, сделали хорошие покупки. Ага, больше всех, наверное, сделал Ахат и мясо, и рыбу, и колбасу, да? Все купил. Ага, я хочу, чтобы в вашем доме всегда было много гостей. Удачи вам! Так, здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодняшняя тема нашего урока – это предметы для дома. Вот я здесь выбрала различные предметы, и сейчас хочу, чтобы вы вспомнили, как они называются. Вы каждый день их видите, да, каждый день пользуетесь ими. И я хочу, чтобы вы сейчас назвали эти предметы. Так, Дармен, скажи, пожалуйста, что это? Телевизор. Это телевизор, хорошо. Айнара, это что? Кто скажет? Это как? Правильно ты сказала? Что ты сказала? Ага. Так, кто скажет, что это? Салтанат, что это? Вентилятор. Вентилятор, правильно. Так, ну это, наверное, вы знаете все. Так, это холодильник, хорошо. Так, это что? Шкаф. Это шкаф, хорошо. Это что? Стиральная машина. Это стиральная машина. Больше всех, наверное, Дармен стирается, да? Он больше всех знает, оказывается. Так, скажите, пожалуйста, что это? Фотоаппарат. Это фотоаппарат. Так, вот это что? Что это такое? Ну-ка, как называется? Ну хорошо, это, наверное, для вас сложно. Так, а что это? Домашний телефон. Это телефон, да? Так, что это? Это компьютер, правильно, молодцы. Хорошо, давайте дальше по ходу мы с вами будем знакомиться с предметами и сразу же будем составлять предложения. Так, пожалуйста. Угу. Это? Телевизор. Ну-ка, составьте мне, пожалуйста, предложение со словом телевизор. Так, пожалуйста, Дармен. Я смотрю бокс, телевизор. По телевизору смотрю. Бокс. Ага. Когда будет бой Головкина? Геннадий Головкин. Когда он будет выступать? 6-го Да, будет 6-го. выступать. 6-го будет выступать. Ага, это вы должны знать. Так, хорошо. Еще со словом телевизор, пожалуйста. Я любить посмотреть новости. Новости Телевизор. любите смотреть. Хорошо. Так. Я люблю смотреть драма. Драмы, да, любите смотреть? Хорошо. Я люблю смотреть на корейский сериал. Корейские сериалы. Так, хорошо. Любишь? Люблю. Я люблю. Я люблю драму. Драму тоже любите, да? Так, хорошо. Хорошо. Следующая картинка. Мгм. Так, это у нас что? Это у нас холодильник. Ну, давайте. Ага. Без холодильника мы сейчас не мыслим в своей жизни, да? Это необходимая техника в нашем доме. Поэтому, ну-ка, давайте сейчас попробуем составить предложения, связанные с холодильником. Для чего нужен холодильник? Так, кто мне скажет? Для чего нужен холодильник? Для овощи и продукт и молоко, Чтобы они чтобы они не испортились. не да? испортились. Чтобы они не Не испортились. Да? Ага. Так, хорошо. Продукты для того, чтобы они не испортились. Да? Так, хорошо. Следующая картинка. Так, это что?
Кухня, стол. Это стол. Какой стол? Кухня. Кухонный стол, правильно. Так, теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, что делают на кухонном столе? Мы кушаем, да? Ага. Хорошо. Следующая картинка. Угу. Ну, я здесь уже вам отметила, да, что это стул. Ага. Так, ну стул, наверное, дома у всех имеется, да? Все вы любите посидеть, да? Так, хорошо, следующая картинка. Так, а вот скажите мне, пожалуйста, что вы видите на картине? Салтанат, что вы видите на картине? Это кухня. Что делают на кухне? Кушаем. Так, кушаем, Кушаем. готовим, кушаем, Готовим. да? Кушаем. Так, что ты видишь на столе? Ага. Что Арбуз. стоит на столе? Арбуз. Ага, арбуз. Любишь ли ты арбузы, Салтанат? Да. Да, Я я люблю очень арбуз. люблю арбузы. Наверное, все вы любите, да? Чья картинка? Так, вот. Теперь все, что это касается нашей кухни. То, что мы можем найти на нашей кухне. Так, давайте все кричать не будем. Давайте по очереди будем называть эти предметы. Так, Айна, расскажи, пожалуйста, что это? Сковородка. Это сковородка. Так, Дармен? Это чайник. 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 На русском языке будет чайник. Хорошо. Стакан. Это стакан. Стакан. Хорошо. Так, Соня, скажите, пожалуйста, что вы видите здесь? Кружка. Это кружка. 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 Так, Ножка. не ножка, а ножик. Ножик. Нож, ножик. Ага. Что им делают? Что делают с ножом? Это мясо, еттура, я думаю. Правильно, режут хлеб, мясо и так далее, да? Так, скажите, пожалуйста, что здесь Кастрюля. вы видите? Это посуда, да? Кастрюли. Так, хорошо. Ага, дальше. Так, это у нас сковородка. Что делает со сковородкой? Вот, Дармен, ты же студент, вот ты, наверное, часто пользуешься сковородкой. Что делает со сковородкой? Это сковородка. Готовим и кушаем. Мгм. Что вы в общежитии готовите на сковороде? Я готовим рожки, борщ. Ага, рожки. Ну, борщ, наверное, здесь неудобно готовить. Еще что жаришь? Еще что? Что еще? Все. Только рожки, да? Каждый день рожки. Ну, студент, потому что. Салтанат, а вы что готовите на сковороде? Готовят на лапша. На сковороде что вы делаете? Готовят макарон. Макароны готовят тоже. Сразу, студентка, сразу видно, что и Дармен, и Салтанат готовят макароны. Так, что вы видите здесь? Соня, что вы видите здесь? Здесь сахар. А как называется вот эта посуда? Вы не кричите. Как называется эта посуда, в которую ложат сахар? Сахарница. Правильно, хорошо. Следующая картинка. Так, что же это такое, Айнара? Это молоко. А как называется посуда, в которую наливают молоко? Ну, если сахар, посуда, в которую кладут сахар, называется сахарница, то посуда, в которую называют молоко, молочница будет. Правильно, это будет молочница. Хорошо. Молодцы. Сегодня вы еще раз повторили те предметы, с которыми каждый день встречаетесь, да, но не часто вы так называете их, наверное. Вот я хочу, чтобы с сегодняшнего дня вы все называли все вещи, так сказать, своими именами. Так, я хочу, чтобы у вас дома всегда был полный холодильник, чтобы вы смотрели свои сериалы, так, и чтобы вы всей семьей всегда собирались за кухонным столом. Удачи вам! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас тема нашего урока Наурыз. Наурыз – праздник мира, дружбы и весны.
Сегодня я хочу, чтобы мы свой урок провели очень интересно, в духе соревнования. Поэтому я сейчас хочу, чтобы вы разделились на две команды и сели поближе. Так, вы пусть будете одной командой, а вы другая команда. Пожалуйста, вот здесь рядом друг с другом сядьте. Угу. Быстренько. Теперь я хочу, чтобы вы дали название своей команде. Так, пожалуйста, как вы назвали свою команду? Bu команда Шанграк. Угу, хорошо, ваша команда называется Шанграк, а ваша команда? Как вы назвали свою команду? Команда Юрта. Команда Юрта. Так, хорошо. В нашем конкурсе будет несколько туров. Ага, я хочу, чтобы вы все приняли активное участие. Ага, и где нужно, говорите по очереди, где нужно, говорите, кто быстрее. Хорошо? Так, первый тур у нас времена года. Здесь нужно, чтобы вы сказали, кто быстрее. Так, пожалуйста. Это весна? Нет. Так, вы первые отвечаете. Зима. Это зима. Почему вы так решили? Снег есть. Ага. Так, еще почему вы решили, что это зима? Холодно. Холодно. Так, правильно, хорошо. Значит, это не весна, это зима, да? Так, молодцы. Юрта получает у нас 1 балл. Следующая картинка. Это что? Это осень? Нет. Так, пожалуйста, Ахат. Это красивая Так. цвет, Мгм. Цветы цветут. цветы, Ага, потом. Еще почему вы думаете, что это лето? Ага, розы цветы, ага, желтые, ага. Это жарко. Жарко, да? Вот Да, кажется, жарко. что светит солнце, жарко. Что? Это лето. Так, молодцы, команда Шамрак. Так, следующая картинка. Это лето? Нет. Так, Айнара, пожалуйста, отвечай. Нет, это осень. Почему ты так решила? Желтый, Что желтый? желтые Ага. листья. Листья пожелтели. Они что делают? Падают. Подсказывайте, подсказывайте. Листья падают. Ага, падает на землю. На землю. Да? Ага. Поэтому мы видим, что это осень. Осень. Да? Хорошо, молодцы. Зима. Нет. Нет. Так, Дармен. Это весна. Это весна. Потому что снег убили Ага, снег тает. снег, Ага. живой цветок и погода жарко. Теплее Теплее. становится, да? Погода становится теплее. Так, хорошо. А скажет, как называется этот цветок? Самый первый цветок, который из-под земли появляется, как называется? Не тюльпан, как? Как называется? Подснежник. Правильно, Салтанат, молодец. Значит, этот цветок называется подснежник. Если появились подснежники, значит, пришла весна. Хорошо. Первый тур мы проходим с равным количеством очков. Так, начинаем второй тур. Второй тур называется кукпар. Тоже кто быстрее. Так, пожалуйста. Скажите мне быстренько, быстро надо проходить этот тур. Когда мы отмечаем праздник Наурыз? Когда мы отмечаем праздник Наурыз? Ну-ка, Марта. быстренько. В марте какого марта? 22. 22 марта мы отмечаем праздник Наурыз. Хорошо. Так, а что означает слово Наурыз? Наурыз это новый день. Так, а скажите мне, пожалуйста, какое блюдо готовят на Наурыз, на этот праздник?
Норскоже. Наурыз коже готовят. Правильно. Так, Копар. Шамрак получает еще одно очко. Переведите, пожалуйста, быстренько на русский язык слова мереке, джанга и хуаныш. Так, Мерке праздник, праздник, Чага новый, Правильно. Хуаныши рада. радость. Да? Правильно, молодцы. Так, вы у нас юрта. Так, дальше. Скажет, из скольки ингредиентов состоит наурыз коже? Первое на Из скольки? Просто из скольки? Сизимой. Из семи ингредиентов, правильно. И вы сказали из 7. Так, хорошо. Так, какие вы знаете казахские национальные игры? Ахат, какие игры вы знаете? Кызгулар, Так, кызгулу, потом Калуан, Коппар, правильно. Ага, Асфату. правильно, молодцы. Асавату, ага. Так, Аксиек. айцдниги. Ага. Так, Аксиек. Аксиек, да, хорошо, молодцы. Следующее задание, пожалуйста. Ага. Как поздравляют друг друга в этот праздник? Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, как поздравляют друг друга в этот праздник? Я желаю вам добра. 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 Хорошо. Молодцы. На втором туре все вы знаете, как отмечаем праздник Наурыз, какие игры играют, какие слова друг другу говорят. Я очень рада, что вы все это знаете. Переходим к третьему туру. Называется «1+1». Сейчас я вам раздам вот такие вот карточки. Ага. С одной стороны у нас написаны вопросы, с другой стороны ответы. Вы должны соединить, правильно соединить вопросы с ответами. Хорошо? Задача ясна? Так, на это мы отведем 3 минуты. Хорошо? Так, пожалуйста, все вместе выполняем. Время закончилось. Теперь давайте проверьте, правильно ли выполнили это задание. Салтанат, проверьте, правильно ли выполнили это задание. Наурыз празднуют когда? Весной. Весной. Вы отметили правильно? Да. Так, хорошо. К нему готовятся как, Айнара? Дружно, хорошо. Праздник проходит, Ахат, как? Весело. Весело. Ага. Так, проверьте все до конца. Правильно ли вы сделали? Стол накрываем. Богато. Так, стол накрывает богато. Тур у нас «Что не так?». Здесь будут появляться картинки. Вы должны будете отметить, что не так на этой картинке. Хорошо? Так, пожалуйста, первая картинка. Так, Юрта, что не так? Кто ты? Окно не так. Так, почему? Юрте не будет окна. Ага, правильно. В юрте это окон не бывает. Так, хорошо, правильно ли это? Правильно, значит, здесь лишними были окна. Так, следующая картинка. Так, что здесь не так? Что не так? Ну-ка. Это собирается, да, на куппар. А что здесь не так? Это коза. Правильно, там должен быть или баран, или коза. А у нас здесь Коза. это кто? Кто это? Правильно ли вы угадали? Ага, значит, здесь у нас должен быть козел, да? Так, хорошо. Дальше поехали. Так, что здесь не так? Шапка. Кепка. Так, здесь лишняя кепка. А что здесь должно было быть? Национальная одежда, да? Как называется она? Так, Такляма или не волгарик?
Ага, ну-ка посмотрим. Бюрк, правильно. У него должен быть бюрк, да, а он одел кепочку. Так, Даша, следующее. Что здесь не так? А гитара не так. Так, Айнара, здесь что? Гитара. Гитара, да? Домбра. Там должна быть домбра, да? А здесь у нас гитара. Так, хорошо, следующая картинка. Так, а здесь что не так? Шапка. Правильно. Здесь девочка одела шапку. А что должно быть? О, начало. Здесь на голове у нее должно быть саукеле. Правильно, хорошо. Так, следующая картинка. Так, а здесь интересно, что не так? Попугай. Так, попугай. А что, разве не попугай должен сидеть у него на руке? Нет. А что? Кто должен сидеть? Так, правильно, Ахат. Ага, у него должен сидеть на руках беркут. Да? Так, ну-ка посмотрим правильный вариант. Правильно, это беркут. Так, следующая картинка. Так, а здесь что не так? Что здесь не так? Ну, все празднуют, вроде и это, на столе все есть. Волшебник. Так, это что? Сама. Это самовар. А почему он не должен здесь стоять? Так, правильно, самовар здесь лишний. А еще что? А здесь какие блюда стоят? Что здесь должно стоять? Фузе надо. Так, Фузе. здесь правильно должно стоять наурус куже. Да, наурус куже здесь должно стоять. Ага, хорошо. Вместо самовара у нас должен быть кмас, шубас, да? Так, хорошо. Вот она у нас правильная картинка. Значит, здесь с лишними у нас были самовар и вот эти вот блюда, да? Саки. Что здесь у нас? Здесь у нас кмас, кужи, да? Хорошо. Следующая картинка. Так, что же здесь не так? Вроде... Так, говори, Нара. Что наурус? Неправильно. Правильно, здесь Наурус. неправильно написана буква Z. Наоборот здесь написано, да? А в картинке все правильно? В картинке все правильно. Так, ну-ка посмотрим правильный вариант. Значит, здесь только одна буква была неправильно написана. Так, хорошо. Все вы сегодня молодцы. Мы подвели итоги. Команда Юрта набирает у нас 4 балла. Так, и команда Шанграк набирает тоже 4 балла. Все вы молодцы. Ага. Желаю вам всего хорошего, чтобы вы всегда только побеждали. Спасибо вам за урок. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ага, сегодня у нас на уроке мы с вами пройдем употребление личных местоимений в родительном падеже. Мы с вами падежи проходили, мы с вами проходили местоимения, поэтому сегодня употребление личных местоимений в родительном падеже. Дальше составим диалог и проведем групповую игру. Так, пожалуйста, следующий слайд. Так, вот в русском языке имеется единственное число и множественное число. Да? Единственное число это джикиши-тур. Так, кто? Это км, да? Так, теперь я, мен, ты, он, она, ол, меня, тебя, его, ее, она. Так, множественное число, көпшетір, қалай болады екен? Мы, біз, вы, сіздер, они, олар, Нас, бізді, вас, сіздерді, сіздерді, их, олар. оларды. Так, хорошо. Поработаем немного. Нам нужно ответить найти слова. Я вам уже отметила, но вы потом будете приводить свои примеры. Кого? Кімді, да? Так, меня зовут Раушан. Так, все не кричите, давайте будем по очереди отвечать. Так, кого зовут Раушан? Так, Соня?
Ее зовут. Нет, здесь как написано такие. Зовут. Меня зовут Раушан. Правильно. Так, его зовут Сизм. Кого зовут Сизм, Айнара? Его зовут Сизм. Хорошо. Ее зовут Соня. Кого зовут Соня? Ее. У нас есть Соня, да, поэтому есть на кого показать, да? Ее зовут Соня. Так, нас объединил русский язык. Русский язык объединил кого? Нас. Вот мы все здесь сидим, потому что нас объединил что? Русский язык. Так, их уважают друзья. Кого уважают друзья? Их уважают друзья. Хорошо, давайте теперь я хочу, чтобы вы, вот посмотрев на эти примеры, я хочу, чтобы вы сами составили предложение, в которых будет слово, которое отвечает на вопрос «кого?». Так, вот смотрите на эти примеры и составляйте предложение. Меня зовут Айнара. Меня зовут Айнара. Так. Его зовут Дармин. Хорошо. Ее зовут Соня. Ну ты покажи, кого зовут Соня. Нас объединил русский язык. Так, по-другому попробуй составить это предложение. Вас пригласили изучать русский язык. Так, хорошо. Нас кого? Нас пригласили изучать русский язык. Хорошо. Так, дальше. Еще попробуем составить предложения, в которых есть слова, которые отвечают на вопрос «кого?». Так, ну-ка, дальше. Его любят коллеги. Коллеги. Ее характер нравится друзьям. Чей характер нравится друзьям? Ее. Чей? Имя назови. Айнара. Айнарын характер нравится друзьям. Так, хорошо. Так, Соня, пожалуйста. Она увидела нас своей красотой. Она удивила нас своей красотой. Да, так, хорошо. Так, теперь мы с вами проведем небольшую игру. Так, покажите действие. Сейчас каждый из вас должен изобразить то, что здесь написано. Так, давайте будем по очереди. Так, Ахат, пожалуйста, изобразите, как вы читаете. Читает книга. Правильно, я так читаю книгу. Так, покажи, пожалуйста, как ты думаешь. Я думаю, сегодня русский язык хорошо день. Так, хорошо. Так, ну стоять, сидеть, наверное, пропустим, это вы все умеете. Так, Соня, покажи, пожалуйста, как вы завтракаете. Мы завтракаем в пюре. Так, мы завтракаем пюре. Еще салат. Пью чай. Хорошо, кушаете салат, пьете чай. Салтанат, ты у нас студентка. Покажи, пожалуйста, как ты пишешь лекции. Сегодня я пишу на урок. Так, и много ты сегодня написала на парах? Так, хорошо, молодец. Ахат, ну-ка покажите, как вы здороваетесь. Привет, сәлеметсіз деп амандасамыз. Так, хорошо. Едель, я хочу, чтобы ты показал, как ты уснул. Так, хорошо. Теперь вы должны будете изобразить, как вы ездите на машине, смотрите в окно, расчесываете волосы. Так, давайте, кто поедет на машине? Машина, сядь в нее. Да, вы можешь выйти, хорошо, сел, давай. Заводи машину. И поехал, да? Хорошо. Так, Айнара, ты сидишь на уроке и смотришь в окно. Ну-ка, покажи, пожалуйста, как ты смотришь в окно.
Хорошо. Так, следующее задание. Салтанат у нас будет расчесывать волосы. Так, у нее волосы длинные. Так, ну-ка, пожалуйста, покажи, как ты расчесываешь волосы. Ага, Салтанат, пожалуйста, покажи, как ты расчесываешь волосы. Ага. Так, теперь я хочу, чтобы Дармен встал и выполнил несколько заданий сразу. Так, я буду говорить, а ты будешь выполнять те задания, которые я тебе буду говорить. Так, встань, пожалуйста, Дармен. Так, помаши, пожалуйста, рукой. Ага. Так, посмотри вверх. Хорошо. Посмотри направо. Так, посмотри налево. Солға қарай қара. Так, ага. Посмотри вниз. Ага. Так, и всем скажи что-нибудь приятное. Всем что-нибудь, пожелай что-нибудь хорошего. Я желаю всем каждый день лучший день. Желаю. Так, хорошо. Ну, сегодня мы с вами повторили личные местоимения. Сегодня мы с вами повторили родительный падеж. Поработали со многими словами. Вы очень многое изобразили. Так, теперь самая главная ваша задача – это вы должны учить новые слова. Если вы будете знать больше слов, то вы будете лучше разговаривать. Ага, жду вас на следующем уроке.